Всем большой субботний привет! С вами Вован, а значит свежие интересные новости. Начало недели у нас не задалось, опрос отменился, куда все пропали, а интервью не записали, так как педагог не выходил на связь. Зато мы усиленно поработали в четверг, снимали сразу 2 сюжета. Потом оперативно все смонтировали, и теперь выпуск готов. Меня зовут Мария Торопова, и вот что попало в поле нашего зрения на этой неделе. Квест-игра для студентов общежитий нашего университета. Отчетный концерт Центра художественного творчества СГУ. Мастер-класс по физиогномике. Как узнать характер человека по лицу и как произвести нужное впечатление. Студенческая весна. Яркие моменты конкурса в нашем видеодневнике. Снять видео в ТикТок у местной Эйфелевой башни, собрать карту, спеть песню и успеть добежать быстрее соперника до другой точки. Все эти и другие задания ждали студентов в общежитии на большой квест-игре «Феномен неожиданных обстоятельств-2021». В процессе проверили подготовку не только студентов, но и членов нашей команды. Подробнее в сюжете Валерии Голубевой. Прямо сейчас 6 команд от разных общежитий собрались на месте старта. «Феномен неожиданных обстоятельств-2021» начнется с минуты на минуту. Студентов ждут 15 различных точек с заданиями по всему городу, от решения головоломок до проверки навыков ориентирования. Идею квеста «Феномен неожиданных обстоятельств-2021» придумали ребята из студенческого совета комплекса «Студенческий городок». Мероприятие проходит с 2019 года. Цель игры – отойти от учебной суеты, провести досуг в приятной компании и проверить свою смекалку. Студенты активно поддержали эту идею, активно отправляли нам заявки, переписывались с нами на протяжении всей заявочной кампании, задавали различные вопросы и ждали, когда начнется мероприятие. По сюжету квеста студент потерял свой пропуск в общежитие. Командам необходимо было найти все его части и собрать их на стартовой точке. Для этого в начале игры капитаны получили записки с номером и буквой и подсказки. Мы находимся на одной из площадок, это глобус Республики Коми. Расскажи, какое задание вы здесь выполняли? Мы по фотографиям находим достопримечательности и в каких странах они находятся. Но сейчас нам надо очень торопиться, мы побежали. Помимо решения задачи головоломок, в течение квеста студенты выполняли творческие задания. Одним из них стал фотоэтап. Организаторы предложили 3 разные темы. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», «Невозможное возможно» и «Ребята, давайте жить дружно». По словам студентов, такая игра – это не только хорошая тренировка, но и возможность узнать город. Впечатления у меня только положительные. Я узнал город, наконец-то. Я знаю, где находится буква «Э». Вот. Ну и что могу сказать, в Лондон больше я не поеду, я тут останусь. По итогам всех заданий в квест-игре «Феномен неожиданных обстоятельств-2021» победила команда 5-го общежития «Угнетатель Тим». Ребята получили денежный приз и поход в фитнес-клуб «Грани». Ура! 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 Валерия Голубева, Полина Холодова, специально для Вовы. Мы вам рады! 27 мая под таким названием прошел отчетный концерт Центра художественного творчества СГУ. О том, что подготовили артисты ЦХТ для зрителей, смотрите в следующем сюжете. Театр начинается с вешалки, а отчетный концерт ЦХТ с сюрприза. В актовом зале на всех креслах зрителей ждали оригами-бабочки с пожеланиями. Именно так встречали артисты своих зрителей. По словам организаторов, бабочка символизирует лето, тепло и радость долгожданной встречи. Нам всегда хочется, чтобы зрителю было приятно. А это случайно возникло. На один концерт мы украсили зал лилиями. И мы увидели, что зрители лилии с собой забирают. Нам стало так приятно, потому что что-то с собой унесли. Пусть пустяк, и мы теперь каждый концерт что-то придумаем на кресло зрителям. Такую красивую шляпу! Такую красивую шляпу! Концертов от Центра художественного творчества в университете не было целый год. Несмотря на онлайн-режим, коллективы продолжили работу и отчетник все же подготовили. Ведущими его стали артисты театра-студии 7+. Между номерами говорили о работе во время пандемии, творчестве коллективов и об их благотворительных проектах. Ура! Кавабанга! У нас вопрос. Это боевой клич черепашек-ниндзя? Как наш ура! Ага, а еще восхищение среди серферов. Но у нас в Республике Коми серфингом не займешься, только лыжами. Всего в этот вечер на сцене выступили 10 коллективов с 17 номерами. Это танцы, песни, театральные постановки и акробатика. Темы самые разные – родина, дружба, весна и молодость. Танцевальные мне понравились, очень понравились номера причала. Я ради них пришла, кстати, сюда.
Я получила хорошее настроение много и посидела с друзьями. Завершился концерт песней «Мы еще вернемся». Исполнили ее руководитель клуба авторской песни «Причал» Ирина Конова и квартет «Я же учитель». После всем коллективам организаторы подарили пироги к чаепитию. Мария Торопова, Злата Курашова специально для Вовна. В четверг в корпусе на Катаева 9 прошел мастер-класс «Коммуникация в лицах» или поговорим о физиогномике. Как определить характер собеседника по лицу или произвести нужное впечатление. Об этом и не только рассказала эксперт по управленческим технологиям Ольга Осипова. Виктория Канева узнала больше. Мастер-класс по физиогномике прошел уже во второй раз. По словам спикера, первая встреча вызвала ажиотаж аудитории, и организаторы решили ее повторить. Цель мастер-класса – рассказать о том, как читать человека и определять его характер по чертам лица. Методика физиогномики, вообще физиогномика поможет человеку там, где есть общение между людьми. Это для вас это журналистика, для преподавателей это общение со студентами, для студентов это общение с преподавателями, друг с другом, между собой, в подборе кадров. То есть там, где люди общаются. Большую часть своего выступления Ольга Осипова анализировала строение лиц и черты характера известных людей. Потом спикер попросила определить аудиторию, кто изображен на фото. Так, узкий подбородок, длинное лицо и высокий лоб позволили узнать в молодом человеке ученого. Завершился мастер-класс обсуждением интересующих вопросов от участников. Виктория Канева, Наталья Сатунбей, специально для Вовна. Ну и напоследок немного развлекательного контента. Совсем недавно наши корреспонденты вернулись с российской студенческой весны. О поездке, фестивале, впечатлениях и многом другом они сняли видеодневник. Хотите окунуться в атмосферу праздника и веселья с творческой молодежью со всей страны? Тогда скорее смотрите. Как настроение? Супер! Отличное просто. Мы едем в Нижний Новгород. Зажигать! Мы в Кирове. Как дела? Кушать. Я хочу кушать. Кушать. Мы едем дальше. В Кирово. Да, в Нижний Новгород. Нижний Новгород. Мы в Нижнем. Здесь шкаф супер-пупер огромный. 3 кровати. Моя самая лучшая. Это VIP-место. Зеркало, чтобы смотреть на себя с утра. Конечно же, рядом с моим VIP-местом. Супер! Погуляли по Нижнему Новгороду. Знали город. Республика Коми! Не бояться и, главное, верить в себя. Прочувствуйте атмосферу студенческой весны. Это очень классно, очень здорово. Нам понравится. Ханты-Мансийский АО! Ханты-Мансийский АО! Ханты-Мансийский АО! Z
Я люблю вас очень сильно. Инесски, вы просто самые лучшие. Ребята, моя дорогая любимая Пенза, спасибо вам, что вы приехали, я вас очень сильно люблю. Вот и подошла к концу ступочно. Это было круто. Не забываем. И очень весело. Спасибо, Нижний! На этом все. Если вам есть чем с нами поделиться, пишите в комментариях. С вами был Вувн. До встречи на следующей неделе.